Добрый день, в эфире канал РБК, в студии Леонид Давыдов. Сегодня у нас в гостях глава администрации Республики Коми Вячеслав Михайлович Гайзер. Спасибо, Вячеслав Михайлович, что пришли. Просто президенты, у республик были, то есть такая была разные названия, всегда путаю. Мы, как всегда, начинаем с соцсетей. Вот у нас есть письмо и вопрос от Ольги Дробичевой. Она волнуется и интересуется по поводу того, что, как я понял, что на самом деле, особенно сейчас это привлечено внимание всех людей, когда наконец-то наши граждане в очередной раз поняли, что бюджет так зависит от цен на нефть, по поводу переработки более глубокой вообще этой продукции, которая досталась нам от природы, то есть нефть, газ, сланцы, уголь, потому что получается так, что это отсутствие глубокой переработки делает нас еще более уязвимыми. Мы могли бы дополнительную прибавочную стоимость создавать, очевидно, у себя на месте. Как вы думаете, вы руководитель одного, и почему и вопрос, я так понимаю, возник, вы руководитель одного из регионов, где этого всего много? Огромное спасибо, во-первых, за такой вопрос, потому что я считаю, что он абсолютно и очень актуален именно в сегодняшнем время. И считаю, что действительно один из вариантов решения даже не проблем, а развития, в принципе, экономики и республики, и страны в целом, это, конечно, более комплексный подход к использованию тех природных ресурсов, которыми мы обладаем. Если на примере республики говорить, то я считаю, что, тем не менее, хотя мы и стабильно развиваемся с точки зрения добычи и углеводородов, и, так сказать, в угольной составляющей, и новые месторождения каких-то других природных ископаемых вводим в промышленное освоение. Сланцы звучали, одно из крупнейших месторождений сланцевых в стране, Чемлаптюкское, находится как раз на территории республики. Но вся беда действительно заключается, с моей точки зрения, в том, что традиционные недропользователи и поступают в отношении этих природных ресурсов именно очень традиционно. Узко, очень узко. То есть топливная составляющая. Если уголь, то как привыкли, два направления, смотреть. Топить кокс или топить. Если, соответственно, сланцы, почему-то все рассматривают только один вариант. Обязательно опять альтернатива существующей нефтепродуктам нефти. Но я считаю, что, конечно, должен быть шаг вперед с тем, чтобы линейка продуктов, которые можно производить из этих природных ископаемых, была гораздо более широкой. То есть это развитие и углехимии, биохимии. Это дальнейший выход на продукты, которые, как вы правильно сказали, имеют совершенно другую добавочную стоимость. А во-вторых, они диверсифицируют, собственно, применение этих природных ископаемых, тогда, соответственно... И, наверное, демпфируют и падение. Конечно, тогда мы не завязаны только на потребление топлива. И мы у себя, как правительство республики, ставим задачу именно на такой подход. И те программы, которые мы реализуем, в том числе инвестиционной привлекательности, региона, поддержки таких инвестиционных проектов, они как раз направлены на то, чтобы заинтересовать как сегодняшних недропользователей, так и тех, кто приходит в республику, все-таки именно более широко смотреть на возможности не просто добычи этих ресурсов, но и, самое главное, переработки разного плана на территории республики. Или, как минимум, производство полуфабриката на территории республики. Существуют конкретные планы? То есть, это же, я так понимаю, годами обсуждается, Обсуждается. Что-то мешает все время, принципиально? Деньги или те люди, которые способны вообще это как-то интегрировать? Я считаю так, что, как в русской поговорке, не было бы счастья, да несчастье помогает. До тех пор, пока все хорошо у традиционного продавалось и так. И так продается, он свою эту нефть гонит по трубе, то его не заставляет ничего, просто экономически задумываться над тем, что надо более широко посмотреть. Завтра это может прекратиться, да? Конечно. Сегодня, и тогда это действительно годами обсуждается. Сегодня ситуация складывается экономическая таким образом, что появляются дополнительные стимулы для того, чтобы менять подходы. Наша задача, как республики, я считаю, во-первых, еще раз позиционировать, что это подход правильный, верный, то есть
подсказать, ну, наверное, показать. кто-то должен посчитать, да, и убедить, Конечно. что это имеет свою экономику, быт и так далее. Абсолютно верно. Но в первую очередь все-таки все, что касается бизнес-направляющей, это задача считать, оценивать и просчитывать риски бизнеса. Наша задача, как я считаю, государства в лице республик и республиканской власти, попробовать снивелировать те отрицательные моменты, которые вот эту схему делают либо не очень устойчивой, да, либо вопросы возникают. Ну, то есть за вами все-таки вот как-то это оконтурить и придать этому какую-то логику и темп, да, чтобы это... И застраховать от каких-то рисков, создать дополнительные условия с тем, чтобы такого рода проекты были экономически интересны. Но вот сейчас есть к тому предпосылки, да, вот вы говорите? Есть, я считаю. Ну вот мы, как один из таких вот примеров, могу сказать, вот уже упоминал там проблему, ну не проблему, что направление с теми же горючими сланцами. Мы с Росгеологией заключили соответствующее соглашение о том, что вот совместно будем отрабатывать такой проект. Сегодня он как бы в теории, с тем, чтобы выйти на возможность вот практической реализации тех направлений, которые могут быть интересны на рынке сегодня не только по... То есть я правильно понимаю, республика собирается с Соединенными Штатами конкурировать по сланцевой нефти, да? То есть это перестает быть... Я надеюсь, мы конкурировать не будем, потому что, в общем, тоже не особо считаю, что в долгосрочной перспективе за этим есть будущее. Вы говорите вот про химию, которая... Да. А вот направление углехимии, там, биохимии, вот эти направления в республике, они признаны приоритетными, занесены в стратегию, и соответствующие ведомства республики отрабатывают эти темы именно с точки зрения создания условий, чтобы они были экономически интересны инвесторам в республике. Вячеслав Иванович, спасибо. Мы еще вернемся к практике. Я надеюсь, вот нам в этом поможет президент фонда «Петербургская политика». Он находится в удаленной студии отеля «Арарат Парк Хаят». Михаил, вы нас слышите? Да, добрый день. Михаил, вот немножечко добавьте к этому какой-то реальности, к нашим таким правильным, но стратегическим разговорам. Давайте посмотрим на динамику. Вячеслав Гайзер был год назад в эфире программы «Давыдов Индекс». Что с тех пор изменилось и в рейтингах, и в реальности? Политически Гайзер укрепился. Если год назад говорили, что, возможно, компании, работающие в регионе, и Северсталь, и Лукойл, и Роснефть попытаются перед выборами как-то реализовать свои представления о прекрасном, мы увидели, что Гайзер остался на посту, стал ИО главы региона, переизбрался достаточно успешно, и риски политические оказались минимизированы. В нашем рейтинге выживаемости губернаторов, стройки, Вячеслав Гайзер вырос до 5. Экономический контекст. В рейтингах РИА рейтинг подводит сводные социально-экономические итоги года. В 2013 году снижение показателей с 19 на 24 место. Но поскольку регион в целом экспортный, то, наверное, от изменения конъюнктуры он может выиграть, если только российский нефтегазовый комплекс не просядет на фоне санкций. В социальном плане Коми имеет такие серьезные протестные традиции, особенно в Воркуте. Сегодня разные оценки того, ждать ли социальной турбулентности, и самое главное, в каких регионах она прежде всего проявится. В регионах относительно более успешных, более зажиточных, с более высоким уровнем жизни, к которому относится Коми, или наоборот в бедных и беднейших регионах. И фактор четвертый – инфраструктурный. Последний год мы слышали много разговоров о таком броске на север, о том, что включение Воркуты в арктическую зону дает серьезный импульс развитию Воркуты, которая на фоне других территорий Республики Коми, конечно, отставала. И сейчас интрига в том, окажутся ли арктические проекты похоронены на фоне естественного сокращения государственных расходов, или наоборот, на фоне, когда приходится ужиматься, несмотря на все разговоры о слезании с сырьевой иглы, конечно, сырьевые проекты получают серьезные шансы для развития, а поскольку под Воркутой достаточно много месторождений полезных ископаемых, возможно, арктическая тема и станет для республики одной из ключевых. Спасибо, Михаил. Вот как раз мы тогда и продолжим. У нас на связи был президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Вот хорошо вот эта арктическая тема прозвучала, и мне кажется, что вот можно поговорить про логистику, да? Потому что вот Арктика, она вот не вскрывается до сих пор, наверное, во многом, ну, помимо затрат там и так далее, других вещей, в том числе и логистически, да? То есть вот проблема с различными образами логистики, и люди, да, снабжение людей живущих, снабжение там, условно говоря, техники, вывоз продукции и так далее, да, вот это все стоит
стоит. Я знаю, что регион много занимается вот, развитием инфраструктуры логистической. Скажите пару слов. Ну вот, если можно, я тогда пару слов действительно скажу по проекту присутствия Воркуты в арктической зоне. И как раз в первую очередь потому, что это самый яркий пример, насколько важна транспортная инфраструктура. Мы уже неоднократно просто с этим сталкивались. Для того, чтобы эффективно могла развиваться экономика того или иного региона. А если мы говорим об Арктике в целом, то, соответственно, этот вопрос становится одним из самых главных, вот, на наш взгляд. Воркута, она уникальна в этом смысле тем, что исторически так сложилось, да, что она сильна не только потенциально вот, своей кладовой, что ли, да, которая дает возможность освоения не только в Воркутинском районе, но и все, что северное его, между Ямалом там, и Ненецким округом. Но и самое главное, это уже сложившаяся... То есть это точка, от которой надо от идти. которой, да, отправная То есть точка. ее надо развивать как Ее надо развивать, хаб, потому что это точка захода в арктическую зону очень широкого направления. Причем здесь и железная дорога, уже существующий, да, так сказать, комплекс, к которому, собственно, сегодня ведется проект Северного широтного хода, который будет через Салихард заходить на Воркуту в каком-то, так сказать, будущем. Строится автомобильная дорога, которую мы ведем к Нарьян-Мару, а по титулу этот проект идет с подходами к Воркуте и Салихарду. Это уже состоявшийся авиационный комплекс. То есть такая горизонтальная уже там... Абсолютно верно. То есть, синергия вот, будет, да? Абсолютно, да. То есть фактически строится арктическая магистраль, которая дает возможность логистики не только, так сказать, подводы с южных частей, но и вдоль Северного морского пути, обеспечивая возможность захода определенной территории. Ну, да, стоянки, обмен грузами, конечно. соответственно. Кроме этого, Воркута – это уже сформировавшийся центр и кадрового, так сказать, вот резерва и подготовки кадров. Это и так сказать, научный центр, это и возможность развития, как я уже вот с чего начинал, да, тех новых направлений, которые в Воркутинском районе присутствуют, начиная от тех же углеводородов и кончая марганцем, там, очень многими вещами. Поэтому мы для себя в республике, и вот в начале декабря был форум арктический в Санкт-Петербурге, на котором я, собственно, выступал тоже с докладом, и мы предложили концепцию рассмотреть в рамках вот сегодняшней стратегии развития арктической зоны наиболее, с нашей точки зрения, эффективного захода в освоение Арктики путем определения ключевых опорных точек, с помощью от которых можно это делать. И вот Воркута – это такой самый, наверное, удобный, яркий пример. Во-первых, специализации между этими точками установления, да, и, соответственно, упора на те уже сложившиеся плюсы, которые могут дать соответствующий там, сложный эффект дальше. И вот такую программу развития Воркуты мы для себя вырабатываем, будем реализовывать, такой, да, и будем предлагать вот ее как типовой пример по применению всех вот, так сказать, остальных точек арктической зоны, если это Российской Федерации важно и интересно. Вячеслав Михайлович, еще вещи, которые хотелось бы обсудить, вот не связанные, ну, понятно, мы чуть-чуть коснулись и углеводородов, и полезных ископаемых, и логистической инфраструктуры, но ведь, я так понимаю, в экономике региона присутствуют другие какие-то отрасли, да, которые вот лесопереработка, много леса, бескрайние, да, там просторы совершенно. Вот скажите, экономика вот эти регионы вот этим прирастает, то есть делаются дополнительные шаги вот в эту сторону, чтобы не так зависеть от этих пресловутых цен на нефть? Абсолютно верно. И это один из основных плюсов экономики нашего региона в том, что, собственно, она базируется не на одной какой-то ключевой ноге, да, а сразу на нескольких. И это касается углеводородов, это касается добычи, переработки угля, это не просто транспортировка, но и добыча газа. И, естественно, это один из самых ключевых таких блоков, это лесная отрасль, лесоперерабатывающая.
И мы каждый год в этом направлении прибавляем что-то и в существующих мощностях, то есть через модернизацию. Как яркий, наверное, самый пример вот ушедшего года, 2014, можно назвать пример такого проекта, который был реализован на Сыктывкарском лесопромышленном комплексе. Это ввод в строй новой сушильной камеры, которая дает возможность по году на 105 тысяч тонн производства современной хвойной целлюлозы выйти высшего качества. Это проект более 30 миллионов евро, соответственно, стоит. И он был признан там, в сентябре прошлого года лучшим инвестиционным проектом в лесной отрасли в Российской Федерации. И несмотря ни на какие сложности экономические, каждый год, вот как пример... То есть вот здесь тоже речь идет о глубокой переработке. Абсолютно Это вот не верно. просто продажа древесины, да, а это ее переработка, соответственно, появление дополнительной стоимости. Я вот хочу, у нас есть слайды, которые показывают нам текущее положение и прогноз, ну, по крайней мере, оценка на 2014 год, вот вложение республиканского бюджета в реальные сектора экономики как раз. Вот можете сказать, ну, я понимаю, что цифры в данном случае носят так немножко, наверное, будут требовать корректировки. Как-то можете пояснить пропорции, то есть почему так? Ну, собственно, цифры как раз говорят сами за себя. Ну вот подтверждают, собственно, те вещи, которые мы обсудили уже. Да, то есть мы все-таки вот определив для себя те направления, которые считаем абсолютно перспективными, стратегически верными и по тем или иным причинам правильны, несмотря ни на какие сложности, все равно поддерживать и развивать. Вот начиная там, от того же агропромышленного комплекса. Да, вот агропромышленный комплекс, вот в данном случае осталось немного времени. Давайте чуть-чуть остановимся и поговорим вот про импортозамещение, да, и вообще, так сказать, ну, наверное, такую продовольственную безопасность, регион за полярным кругом, трудная логистика. Вот как сейчас, вот в это время, когда вот и цены так по-разному себя ведут? Абсолютно верно. И понимая вот то, что понятие продовольственной безопасности для нас это не пустой звук, мы в свое время и принимали государственную программу поддержки развития агропромышленного комплекса, и она как раз направлена в первую очередь на глубокую модернизацию сельхозпроизводства. Это включает в себя, значит, поддержку со стороны республики, строительство новых ферм, уже современных, да, в том числе и роботизированных. Это техническое, технологическое перевооружение существующих сельхозпредприятий, начиная от техники и кончая переработкой продукции. Это модернизация ускоренная и глубокая тех государственных предприятий, которые мы в свое время, приняв решение, что они являются основой стабильности, да, вот ценовой, в этой сфере, да? Ценовой, да, взяли, сохранили за собой и сегодня, так сказать, успешно развиваем. Это крупнейший хлебокомбинат республики, это крупнейший молокозавод республики. А какая доля вот этих вот ваших собственных предприятий вот на рынке, на региональном? Ну, он там по определенным позициям, если, допустим, говорить о производстве, как таковом, внутри республики, то в целом по молоку, мясу, вот основным таким направлениям, это до 50%. То есть это уже хорошее очень, да, влияние на рынок. Мы этим действительно можем обеспечивать стабильность в определенных, так сказать, направлениях. Но, тем не менее, мы понимаем, что сегодняшний уровень вот этой обеспеченности основными продуктами, он пока невелик. Вот если, допустим, картофелем мы себя обеспечиваем на 100%, то овощами закрытого грунта, открытого, пока доля невелика, там чуть более 20%. Но понимая это, мы помогаем развиваться нашему комплексу. В Сыктывкаре он расположен, кстати, единственный сохранившийся на северо-запад, тепличный по производству. Вячеслав Михайлович, к сожалению. Я понял, что все хорошо будет, и еще раз увидимся. У нас в гостях был Вячеслав Михайлович Гайзер, глава Коми. Он переизбрался, мы его поздравляем, и мы говорили о реальном секторе экономики региона. Всего вам доброго, до свидания. До свидания.